Срочное объявление для жителей Республики Ингушетия. Прошу обратить внимание ингушей, пострадавших в так называемом осетино-ингушском конфликте в 1992 году. Небольшое вступление. Немедленная отставка министра по национальной политике Республики Ингушетия Волкова Руслана Ширин-Султановича, занявшего проосетинскую позицию и предлагающего ингушам простить этническую чистку, устроенную в 1992 году осетинскими бандформированиями над ингушами, проживавшими на территории Северной Осетии. Также министр предлагает забыть историческую родину ингушей. Что может быть после этого, кроме как отставка такого министра? Вдумайтесь сами, что может министр по национальной политике Республики Ингушетия предложить гражданам Республики Ингушетия ингушам после сделанного им такого абсурдного заявления? Он оскорбил 70 тысяч ингушей, потерявших свою собственность, крышу над головой, десятки тысяч ингушей, побывавших в заложниках, и тысячи ингушей, родственников тысячи ингушей, погибших в так называемом осетино-ингушском конфликте. Точнее, в этнической чистке, устроенной руководством Галазова в 1992 году над ингушами, проживавшими на территории Северной Осетии. Складывается впечатление, что министр по национальной политике занял проосетинскую позицию в этом вопросе. Вдумайтесь сами, что может министр по национальной политике Ингушетии Волков после такого заявления предложить гражданам республики? Какую политику он после этого будет вести? Он не справляется со своими должностными обязанностями и не владеет абсолютной ситуацией. Я настаиваю на отставке, немедленной отставке министра по национальной политике Ингушетии Волкова Руслана Ширин-Султановича. Видно и заметно ваше недовольство, рост недовольства ингушей в социальных сетях по сделанному заявлению министром по национальной политике Республики Ингушетия. Я вас очень хорошо понимаю. Теперь у вас появилась уникальная возможность выразить свое недовольство, которое буквально дало нам шанс, законный шанс на проявление своей гражданской позиции. Нам не надо санкционировать ни митинги, ни шествия, ни протесты. Такой шанс появился, уникальный шанс, вы его можете использовать. Итак, я зачитываю. 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в Министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия пройдет Общероссийский день приема граждан. Личный прием будет проводиться с 12:00 до 20:00 по московскому времени. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт. Адрес: город Назрань, улица Муталиева, дом 64. Уполномоченные лица Миннации Ингушетии также будут с согласия заявителей обеспечивать личное обращение в режиме видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которого входит решение вопросов, поставленных в устных обращениях. Предварительная запись граждан на личный прием будет осуществляться по номеру телефона 8 920 780 75 38. Итак, еще раз повторю номер телефона. 8 920 780 75 38. Это уникальная возможность, уважаемые ингуши, заявить свое недовольство, свой протест
и требовать отставки министра по национальной политике Волкова Руслана Ширин-Султановича. Вы можете высказать свое мнение. Это исторически хороший шанс для вас.